Все договоренности, конечно, пока есть, и многие достаточно твердые, но как за 2 месяца, к сожалению, за 2,5 месяца может произойти очень много всего разного, и нехорошего в том числе. Но мы настроены на позитивную волну, мы все-таки надеемся, что все заявленные гости к нам будут, и мы сможем действительно провести на достойном уровне Наурuz. Бюджет фестиваля, да, по предварительной информации у нас составляет около 7 миллионов рублей традиционно. Да. Сейчас еще продолжается, как мне передал Альфир Ишатович, продолжается составление сметы, так как все-таки некоторые статьи расходов, они где-то в любом случае урезаны в связи с кризисом, поэтому стандартная смета составляет вот около 7 миллионов. В этом году мы стараемся также сохранить эту сумму. И да, это общая ситуация. У нас, как правило, любой кризис всегда социалка, культура, ну, сами понимаете, что говорится. В этих условиях, мне кажется, проведение Науруза для нас вопрос чести. А вот отказ от каких-то вот таких гостевых спектаклей? Да, отказ за счет отказа от гостевых спектаклей. Наши гости казахи, наши гости якуты. У нас была договоренность с 2 коллективами, с коллективом из Японии, с коллективом из Москвы, но, к сожалению, мы вынуждены писать им письма, потому что не можем поднять, потому что это действительно сильно бьет по бюджету. В тучные годы могли, сейчас не можем. И там очень богатая театральная культура. Кроме того, Казахстан является традиционно очень активным участником фестиваля Наурuz. И они очень активно присылают заявки во все времена. И нам приходилось выбирать между хорошими спектаклями. И в этом году мы решили расширить программу конкретно для Казахстана. И с этой целью я недавно побывал в Астане, в Алмате, с целью просмотра, отбора спектаклей, с целью знакомства с Министерством культуры. Нельзя подвязывать все на деньгами сравнивать. Действительно, когда братские народы собираются, это много встречаем, знакомых много. Интерес все равно есть и к фестивалям, к Наурузу. В основном, конечно, это Татарстан, Казань.